Жамбылская область, Шуйский район. Здравствуйте, ученики. Тема урока: вооружение и военная техника, воинские части и подразделения. Цель урока: ознакомление с вооружением и военной техникой, воинские части и подразделения, их применением, тактико-техническими характеристиками, демонстрация военного оружия и техники действий. Что должен научиться ученики? Основные виды боя при расчете силы человека в бою должны научиться применять знания о возможностях отдела. Что должен знать ученики? Бой и его виды, состав воинской части, вооружение части, знать о боевых возможностях отдела. В 1992 году состав вооружения сухопутных войск в основном российского и советского производства, а также вооружения США, Украины и собственного производства. Техническое состояние материальной части находится на достаточно высоком уровне. На вооружении стоит около 1000 танков. Основу бронетанковых войск страны составляют около 300 основных боевых танков Т-72, недавно прошедших модернизацию в России, оснащены комплексом активной защиты Штора-1 и динамической защиты Контакт-5. Стоит отметить, что Т-72 один из наиболее массовых танков в истории. 10 боевых машин поддержки танков. Кстати, Казахстан стал первой и пока единственной страной, купившей эту технику. Около 2000 БМП и БТР и другой бронированной техники советского производства. Имеются 40 единиц американских «Хаммеров» и 17 турецких бронированных машин «Кобра». Тем не менее, пока сохраняется преимущественная ориентация на Россию. Также стоит отметить первый бронированный автомобиль собственного производства «Орлан», недавно поступивший на вооружение. 250 единиц самоходных артиллерийских установок, таких как 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация» и «Семсер», разработанный израильской компанией специально для Казахстана. До 700 единиц буксируемых артиллерийских орудий, около 500 реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч» и «Найза» израильской разработки, 12 пусковых установок тактических ракет «Точка» и, конечно же, зенитно-ракетный комплекс С-300. Стоит отметить аэромобильные войска, являющиеся элитными частями армии. Они подчиняются непосредственно верховному главнокомандующему и используются для оперативного реагирования на кризисные ситуации при резких изменениях военно-политической обстановки. Их численность примерно 6000 военнослужащих, 4 десантно-штурмовые и 1 миротворческая бригада. ВВС располагает примерно 400 самолетами и 300 вертолетами. Из этого количества часть машин находится на консервации. Основу истребительной авиации составляют перехватчики, 42 единицы МиГ-31, а также 36 единиц многоцелевых истребителей Су-27 и 40 единиц МиГ-29. Ударная авиация представлена штурмовиками Су-25. Отметим, что армия Казахстана с недавнего времени располагает новыми сверхманевренными истребителями Су-30СМ. Парк ударных вертолетов представлен машинами Ми-24В. В составе вооруженных сил Казахстана также имеются военно-морские силы.